Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске я расскажу вам о Саха-челлендже, из-за которого вся страна и даже за ее пределами узнали о народе Саха. Расскажу о спасении ушастых, радостную новость о стерхах, которые для нас священны, ну и о многом другом поговорим сегодня вместе с вами. Давайте приступим. Уже совсем скоро стартует самый главный национальный праздник для всего народа Саха – это Исех. Осталось меньше 2 недель, и сейчас многие обдумывают, в каком наряде придут на этот самый главный праздник. Многие мастерицы и бабушки, как обычно, традиционно шьют и мастерят костюмы для своих внуков и детей. Ну, а я хочу немножко вам рассказать о самом таком очень интересном Саха-челлендже, который придумала блогер Маргарита Шейкина, благодаря которому как раз-таки вся страна и за ее пределами узнали о народе Саха и о нашем колорите, о наших традиционных костюмах. Давайте посмотрим. Новость о спасении ушастых облетела все социальные сети и даже транслировалась в российских телевидениях. В Якутии есть свой Дед Мазай. Как оказалось, около 30 ушастых застряли на острове из-за паводка и вчерашнего ливня. Мужчины успели снять на видео, как приехали спасать зайцев. Правда, каким образом они их спасли, пока еще непонятно. Надеюсь, и эту часть спасители выложат в соцсети. Я вам обязательно расскажу в следующем выпуске. Численность восточной популяции стерхов возросла в Якутии. Российские и китайские специалисты насчитывают около 6 тысяч птиц. Еще недавно, только в 2012 году их было около 4 тысяч особей, а в 1980-е годы их вообще было всего лишь 300. Восточная популяция населяет низменные тундры между реками Яной и Колымой на северо-востоке Якутии и зимует в юго-восточном Китае. И опять же, в рамках Исеха в Якутске стартует 4-й международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». Участников и гостей фестиваля ждут авторские лекции, мастер-классы, творческие встречи и лаборатории. Фестиваль пройдет на различных площадках на национальном якутском празднике Исех Олонхо, в Верхневилюйском Улусе под открытым небом и на театральных площадках в Якутске. Участие в фестивале примут аж 6 стран. Также в рамках фестиваля состоится научный симпозиум, главной целью которого является формирование дальнейшей политики по сохранению и развитию этнокультурного, нематериального наследия народов мира. Якутский фильм «Джулур» про масс-рестлинг занимает первую строчку в стране по сборам, а также по среднему количеству зрителей на сеанс за последнюю неделю. Картина о национальном виде спорта за сеанс собирает 18 зрителей. Согласно статистике единой автоматизированной информационной системы, за период со 2 по 7 июня фильм «Джулур» масс-рестлинг обошел все другие фильмы в прокате по России. Всего якутский фильм показали 596 раз в 98 кинотеатрах. Картина стартовала в широком прокате 2 июня и за все это время собрала почти 3,5 миллиона рублей. К слову о масс-рестлинге, конечно же, уже в который раз, но не могу повторить то, что масс-рестлинг – это наш национальный вид, якутский национальный вид спорта. С якутского переводится как «перетягивание палки». И вот уже в этом месяце в Якутске пройдет чемпионат мира по масс-рестлингу. Сегодня сборная команда России тренируется вблизи Чочур-Муран. Спортсмены из других регионов приехали в Якутск 30 мая. Как говорят сами спортсмены, им предоставлены все условия. Каждое утро они проходят медосмотр, питаются 3 раза в день и тщательно готовятся к соревнованиям. Свое участие в чемпионате уже подтвердили более 160 спортсменов из 44 стран. Поединки в абсолютной весовой категории состоятся в местности Юсхатын 25 июня во время проведения национального праздника Исех. Но у нас с центральных регионов приехали
два спортсмена из Калуги. Это абсолютная чемпионка России Махинур Абдузаирова и абсолютный чемпион мира Иван Галкин. На днях мы ждем из Кабардино-Балкарии Кристину Кочеслокову, который будет участвовать на абсолютном первом чемпионате. И Виктора Колебовчука, известного, но все знают якутские любители спорта Виктора. Он приедет из Смоленска. Вот тогда у нас команда будет полная. На якутской земле второй раз. Был в 2018 году, когда выступал на чемпионате мира. Тренировки на природе, можно сказать, новинку, потому что там мы в основном тренируемся в спортивных залах и на природу не выбираемся. Поэтому что-то новое в подготовке. С 12 по 18 июня в Якутске пройдет чемпионат Дальнего Востока по боксу. Лучшие мастера кожаной перчатки приедут в Якутск, чтобы сойтись в схватках на ринге. Также ожидается визиты гостей, в том числе приедет главный тренер сборной России Виктор Фахтрудинов, чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев и олимпийский чемпион Рахим Чекиев. В Якутске чемпионаты проведут мастер-классы для боксеров, а для поклонников этого вида спорта будет организован автограф-сессия. В сборную республики вошли 42 человека. Это и именитые боксеры, и те, для которого данный чемпионат станет первым в спортивной карьере. В нашей команде лидеры – это заслуженный мастер спорта России Василий Егоров, а также у нас боксеры, которые боксируют давно, опытные, это Айтал Джакотов, Михаил Варламов, Михаил Парнюков, Николай Григорьев. И еще молодые ребята, которые им ни в чем не уступают и конкурируют на равных и хотят во всей красе себя показать на этом чемпионате. Такое можно наблюдать только в Якутске. За зрелищной схваткой в масс-рестлинге среди женщин можно было наблюдать в Верхневилюйском районе в рамках празднования праздника День Саилык. Начали с торжественного открытия коровника на 100 голов сельхозпредприятия Верхневилюйск. Участие в конкурсе приняли 9 наслегов. Выявили лучших дояров, соревновались в сборе и разборе доильной установки. Прошел конкурс песен, национальных блюд, костюмов и, конечно же, в традиционном виде спорта. Очень все активные, наслега все активные. Я сам участвовал, был в судейской коллегии. Но конкурс проходит очень весело, очень активно. Все рады. Сегодня праздник для всех якутян как бы. Ну и на этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала Якутия 24. До новых встреч!